Сейчас, короче, газ куда? Здесь воды вообще нету, вон там сидит. Эта птица очень большая, как журавль. Слева там один сидит, второй летит. О, бля! Быстрее мотор мне не нужен. Это уже опасно. Летит как пуля, блин, в натуре. Всем привет, ребят. Я у реки. Смотрите, новая лодка. Сегодня пасмурно, дождь идет, такой моросящий. Но я не выдержал, хочу покататься на новой лодке. Не знаю, насколько далеко съездим. Может поворот, может километр, может 2 километра, может 3. Но хочется вот просто испытать. Прям вчера я спустил лодку, вот, не удержался. Сегодня дождь меня не останавливает. Я поставлю сейчас лодочный мотор и попробуем, как себя покажет новая лодка. Совсем новая. Только-только вот построил. Сегодня мотор у меня будет Микацу 9.8. На нем и проверим. С ними проверим. Потому что я эту лодку именно под эту моторку сделал. Под 9.8. Чуть-чуть подлиннее получилось. Длина лодки дно 5.70. Ладно, сейчас поставлю мотор. Давно не заводил. Уже, блин, почти месяц или сколько я вообще не ездил на лодке. Попробуем. Что из этого выйдет. Вам приятного просмотра, ребят. Моторку я очень давно уже не заводил. Считай, заводил, ребят, я летом. Видео я показывал. Первый раз, когда запускал, и все, как происходило, вы видели. Ну, попробуем сейчас, закачаем. Карбюратор пустой. Сейчас накачаю, и сейчас уже воздух как бы совсем другой. Я когда заводил, там лето было, жара. Сейчас прохладно. Закрепить хорошо. О. Ну что, попробуем подсос. Вроде все. Все хорошо. Непривычно, ребят, честное слово. Вроде работает. Просто непонятно на холодный двигатель как заводить. На подсосе или наоборот не любит топливо. Может, надо заливать. Залилась, хорошо. Работает. Немножко погрел двигатель, дымит сильно, он у меня на обкатке еще. Топливо
как бы разбавлено очень много масла там, ну, для обкатки. Никак не закончится. Ладно, ребят, давайте сейчас я выйду на открытую воду, речку, покатаюсь вот тут и уже поедем выше по течению. Как вы видели, ребят, немножко моторка задирает этот, ну, нос у лодки. Сейчас немножко отрегулирую. Попробую вот сюда на середину поставить. О, вот так поставлю. Сейчас еще попробую. Если нет, так еще придется, потому что нос так поднимается. Ребят, на 2 ступени, короче, я поднял. Сейчас еще выше начало задирать. Нос я обратно поставлю на свое место. Чуть-чуть как-то угол неправильный, я смотрю. Так не должно быть. Или нос слишком, как сказать, легкий, поэтому задирает. Короче, на свое место поставлю, и он опять дождь начнется. Покатаемся. На горячий с полоборота берет мотор. Вообще классно работает. Ну вот так выглядит. Видите, как поднимает нос. Очень быстро летит, мотор вообще жесть. Как хорошо идет. Да и новая лодка тоже хорошо. Я смотрю, будет ходить. Только очень сильно поднимается. Очень сильно поднимается этот нос у лодки. На средних оборотах покатаюсь. Воды на реке вообще нету. Совсем мелкая река. Это средние обороты. Вон тут все пересохло. Здесь вода тоже хорошо шла. Я последний раз, когда вам показывал, ходил на лодке.
погодой чуть-чуть не повезло, конечно. Но ничего. Пуски на меня летят. Вот сейчас, смотрите. Здесь не знаю, где проехать. Вдоль берега попробую. Высохло мне. Очень жаркое лето в этом году было. Вон там журавль или гусь, я не знаю, кто взлетел. Сейчас, короче, газку дам. О, журавль. Или нет? Цапля, наверное. Хрен пойми кто там. Вот это мощно, блядь. Это что-то с чем-то, блядь, летит. Просто летит лодка. Как быстро идет. Очень быстро идет, ребят. Это да. 9,8 Микасу радует. Вот это. Вообще классно идет. Только вот нос задирает, поднимает. Это хреново. Угол неправильный. Здесь воды вообще нету, вон там сидит. Эта птица очень большая, как журавль. Слева там один сидит, второй летит. О, бля. Я залетел, смотри, на корягу. Первый ударчик такой мотор получил хороший. Я на птиц смотрю, вон взлетел. Вот. Это не журавли, это... Очень опасная река. Вот прикинь, я буквально там 2 километра отъехал и уже нормальный первый удар. Быстрее, просто можно винт сломать или редуктор, что-то. Лучше тише ездить. Но я здесь развернусь, вон там, и обратно поедем. Здесь тоже глубоко, здесь еще газ куда. Быстрее мотор мне не нужен. Это уже опасно. Летит как пуля, блин, в натуре. О, адреналин раш. А там уже вообще мель. Туда я больше не поеду. Вот смотрите, река почти высохла. Там просто нету места, где можно проехать. Там очень мелко. Возвращаемся. Жесть. Просто жесть. Ну вот, ребят.
покатались. Надо было мне пакет взять. За грибами заодно сходил бы. Так, ну что я могу сказать, ребят. Надо немножко чуть-чуть, наверное, переправить мне придется. Потому что такой угол кормы задирает слишком высоко нос. В одиночку, без груза, без ничего. Конечно, если с грузом, груз туда будешь ставить, и все нормально будет. А пустая лодка нос поднимает. Это говорит о том, что здесь угол чуть-чуть неправильный. Вот тут. Надо покруче вот так сделать. Вот. А так в остальном, ребят, 9,8 Микацу. Сами видите, как он идет. Идет просто, ну, мне не нужен ни 18, ни 15. Мне страшно. Он очень быстро идет. Потому что у нас, сами понимаете, река не такая большая. Очень много коряг. Если ударит, все, хана. Вот. Вот так все получилось. Ну, сейчас я обратно поеду. Газку. Там вы видели, но это не журавли, а как же он называется-то? Кривая шея. Как же это-то? Цапля, не цапля? Хрен пойми. Обычно осенью они появляются у нас, когда уже на юг летят. Вот. Ну все, сейчас поеду обратно. Или где-то вода заходит, или от дождя это все. Может, где-то вода идет. Немножко чуть-чуть. Пошел. Видите, с полоборота берем на горячий двигатель. Ну, холодный тоже самое. С лета я не ездил. Прям волна открывает хорошо. Нет, все нормально. Будем ездить на этой лодке. Здесь в общем мелко, буду идти медленно. Такой участок, кругом коряги торчат. Подводных очень много коряг. Вообще воды нету. Вон трава. Еще траву закрутит. По дну идет. Просто
где вот ходить на лодке, я не знаю. Когда часто ездишь, то уже понимаешь, где глубже, где мельче, где коряга есть. Так же, как и по дороге, когда часто ездишь, знаешь все ямы, запоминаешь. Ведь застрял тут, смотрите, кругом песок. Лучше выключу. Или медленно так идет. Ага. На малых оборотах. Не, на малых нормально идет. Вон там уже порог, считай, там уже глубже. Не подожду я, ребят, когда больше вода будет. Я хотел на первую избу на лодке подниматься, но по такой реке что-то неохота. Ну и тут еще на полных оборотах поеду, ребят. Бешеный мотор, бешеная лодка. Вообще, только по большой воде на нем кататься, ребят. Вообще, капец, как хорошо идет. Вообще, так здорово. Я немножко вот здесь еще исправлю. Еще будет как кэп. Это на, если скажем, на одиночку, ну, без груза ездить, а с грузом, в принципе, проблем-то никаких нету. Тут небольшое исправление будет у меня. Это ерунда, это там, 15 минут работы, и все будет хорошо. А в остальном, смотрите сами, все ништяк вроде, вода нигде не заходит, ну, один угол где-то вон там, наверное. Или, да, вот здесь, наверное, где-то, ну, через какой-то гвоздь, может, просачивается, не знаю. Это через годик я расскажу вам, где вода идет или еще. Все, возвращаюсь. Вон наше село. Так, на малых оборотах, на средних поеду. Ну вот, ребят, первые покатушки на новой лодке прошла успешно. Ну что еще добавить? Может быть, еще немножко исправлю я корму, немножко уклон надо
покруче сделать. Запомните, если будете лодку делать, не повторяйте мои ошибки, покруче сделайте. Здесь я не знаю, там 20 градусов или сколько там, хотя бы делайте 30 или 35. Ну, примерно вот так я говорю. Я не знаю, как это вот вам показать. А в остальном Микацу 9.8 в общем меня радует. Немножко газу давал сегодня. Лодка идет просто бешеной скоростью, очень быстро. Вот. Ну и в дальнейшем будут походы. Вам я буду снимать, показывать. Будем ездить и груженными, и с собаками, и будем смотреть, как сказать, как он будет, в общем, показывать, эта лодка, как себя будет показывать. Вот. А на этом сегодня я буду заканчивать, ребят. Давайте, до новых видео, до новых походов. В следующий раз я бак чуть подальше. Ну, буду стараться весь груз загружать вот в эту часть. Потому что здесь эта часть, она легкая и нос задирает. Ну и также пишите в комментариях, что думаете. Погода вон какая сегодня у нас пасмурная. Хорошо, что сейчас повезло. Покатались, не было дождя. Я одет так по-теплому. Старый бушлат рабочий. Вот. Ладно, ребят, спасибо вам за лайки и за подписку. До новых встреч. Пока-пока.